Мастер по дереву из Очимчиры Адам Урашба с юного возраста создавал вещи своими руками. Пожалуй, любовь к ремеслу привил ему дедушка, у которого он учился, будучи еще мальчишкой. Изначально Адам Урашба делал столы и столешницы, используя в основном дерево, но также экспериментировал с камнем. Работы получались прочными и красивыми, и вскоре на его талант стали обращать внимание. Параллельно с заказами он создавал скульптуры и писал картины для души, которые неожиданно стали пользоваться популярностью. Пошли заказы у меня, поступили, начали поступать заказы. Это больше как-то развилась эта тема со столешницами, со столами. В рестораны начали заказывать и все такое. В общем, пошел прогресс. Так, творческое направление – это чуть другое. Помимо коммерции, это больше для зарабатывания денег. И творческое направление тоже вот и картины, и просто скульптуры, которые я больше для своего удовольствия делаю. Тоже сейчас в последнее время начинают пользоваться спросом, покупают, заказывают. Адам Урашба мечтает оборудовать полноценную мастерскую у себя дома. Он планирует вынести производство в отдельное помещение, а первый этаж дома превратить в выставочное пространство. Сейчас ему приходится работать в доме или во дворе практически на коленках и под открытым небом. Адамур особенно ценит натуральные материалы, такие как дерево и камень, но бывает, что в работе используют и эпоксидную смолу. Но я все придерживаюсь, это экспериментально, несколько лет я этим занимался, но сейчас я ухожу больше от этой эпоксидной смолы. Она, конечно, есть у нее смысл, да, плохое дерево, которое уже там разваливается, его там залить, оно можно сохранить. В техническом плане это функциональная вещь. А так, если возможно обойтись без смолы, я бы предпочел ее не использовать. Больше натурально я люблю материалы, камень. Только дерево, без лишнего. Работы молодого мастера можно увидеть в ресторанах и музеях. В ресторане «Чайка» почти вся мебель сделана им. Его изделия также представлены в Национальном музее денег в Сухуме. Также его работы находятся в частных коллекциях за пределами Абхазии. У меня появился материал, попался под руки, из которого специально делают трубки курительные, международные стандарты, в общем. И я из них сделал трубки. Некоторые в Швейцарии, есть в Москве, постоянная экспозиция в галерее, взяли работы, они там выставлены на продаже. В Стамбуле сейчас у нас была выставка с художниками абхазскими, мы ездили. И там остались работы сейчас тоже наши, в том числе и моя. Недавно Адамур узнал, что Министерство экономики Абхазии реализует программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Он подал заявку и выиграл грант, что позволило ему приобрести необходимые для работы инструменты. Очень приятно, что такие у нас есть организации, что поддерживают ремесло, предпринимательство. Очень приятно, не знаю, если будет еще, с удовольствием поучаствую. Это реально развивает нашу деятельность, больше возможностей. Чем больше возможностей есть, тем больше еще расширяются. То есть я сейчас мог бы еще увеличить свои объемы, либо качество своей продукции. Государственная краткосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия» действует с 2022 года. В программе могут участвовать организации индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Абхазии, на условиях софинансирования. Часть расходов оплачивается заявителем самостоятельно, часть оплачивается государством. За период с 2022 по 2024 годы благодаря программе было удовлетворено 294 заявки предпринимателей на общую сумму 200 миллионов рублей в таких отраслях, как ремесленничество и народный промысел, общественное питание, туризм, промышленность и услуги. Алика Трапшна, Ачкинджерия, Саида Гухава, Абхазское телевидение.